Як система адукації переживає пандемію коронавирусу? Вы имеете в виду нашу систему образования? Ну, вот я тоже хотел узнать, как наша система образования переживает волну ковида, и поэтому зашел в официальный телеграм Министерства образования. Я почитаю, просто ничего не выбираю. Министр образования Карпенко убыл в служебную командировку в Москву. В БНТУ прошел 6-й белорусско-китайский молодежный инновационный форум. Двухдневная международная научная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов «Актуальные экологические проблемы» стартует 19 ноября в БГУ. БГУ предоставил 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических достижений. Факультет дошкольного образования БГПУ проводит республиканский семинар современной образовательной технологии. Что-то МЧС, новый проект о подготовке будущих спасателей. Вы можете так полистать, и вы не найдете вообще ничего о том, что есть какие-то проблемы в нашей системе образования, связанные с коронавирусом. То есть от слова совсем. Вы так листаете просто официальный Facebook Министерства образования или официальный Telegram Министерства образования. Можете листать неделю, можете месяц, можете 2 месяца листать. Иногда какие-то вообще мельница моды, я вижу, прошла, какой-то конкурс. Еще какие-то что тут у нас? Вечер бардовской песни прошел. Я вижу в официальном. И так далее. Поэтому у нас, наверное, проблем с этим нет. Но странно, я точно так же зашел в Facebook, в официальный Facebook и Telegram Министерства образования следующих стран. Мне интересно было. Россия, Польша, Украина, Великобритания. У них проблемы есть. Об этом можно судить потому, что если не каждая вторая, то наверное, каждая третья публикация связана с влиянием коронавируса на систему образования. Кто переходит на дистанционное, кто не переходит, как переходит, как будут организованы занятия для школьников, для старших, для младших, для студентов, для таких, для сяких. Мне заинтересовало в Великобритании целое исследование на тему, что опаснее для школьников. Дистанционное обучение или психологическая травма, связанная с тем, что он не ходит в школу. Да, целое исследование, да? То есть, судя по всему, там проблемы есть. А у нас, если мы судим, можете изучить, потому что делает Министерство образования, нет проблем уже, наверное, месяцев 6, или, может, никогда их не было. Я даже не знаю. Я все время говорил о том, что, насколько я знаю, я общался с врачами из инфекционной больницы детской и взрослой в Минске, с действующими врачами, чтобы не пользоваться какой-то информацией. Напрямую есть знакомые. Они начали готовиться к пандемии в середине января. В середине января, еще раз, я абсолютно точно это утверждаю. Конечно, мы бы хотели, чтобы наша система здравоохранения была бы готова еще лучше и действовала еще как-то более эффективно. Но мы видим, что да, готовиться начали, сделано многое. Что-то получается, что-то нет, но ситуация настолько экстремальная, мы видим, что не справляется система здравоохранения ни в одной стране мира. Человечество с этим никогда еще не сталкивалось с таким вызовом. Да? И мы можем по-разному относиться к тому, что происходит в Министерстве здравоохранения, но факт остается фактом. Система готовилась и делает все, что может. Да? Что касается системы образования нашей, Министерства образования, я бы сказал, даже не министерство, а именно система образования, не сделано вообще ничего от слова совсем. Почему? У меня нет ответа на этот вопрос, это загадка. Чому провалилася спроба увести дистанційну адукацію у Беларуси? Попытки не было. Была некая безысходность, когда в школах количество учеников сходило на нет, и началась паника. Была ровно, назвать это попыткой нельзя, учителям было предложено перейти на какую-то дистанционную платформу, чтобы потом переходить на дистанционное обучение. Причем было сделано так, что сначала должны перейти учителя без учеников.
чтобы постепенно подключались. Система легла сразу же. То есть еще ученики даже не начинали подключаться. Система легла на этапе входа учителей в эту систему. Система не справилась. С тех пор это было в марте, наверное. Вообще не... я сейчас перечислю, о чем стоило бы подумать, о чем я, или сам догадался, или опять же, я изучил. Я просто прошелся, опять же, по Фейсбуку и Телеграмму официальных учреждений Министерства образования, тех стран, которые я перечислил. Во-первых, наши школы не готовы к переходу на дистанционное обучение. Я хочу пару слов про дистанционное обучение сказать. Для всех преподавателей очевидно, что очное обучение гораздо эффективнее. Я совершенно не собираюсь топить за дистанционное обучение в противовес очному обучению. Да? Я вижу, как... я знаю, что из этого многие пытаются сейчас сделать хороший бизнес. И я совершенно не против этого. Но, еще раз, очное обучение, на мой взгляд, гораздо эффективнее. Но из двух зол... или отсутствие образования, или хотя бы дистанционное, понятно, что надо выбрать дистанционное. Да? Система образования. Смотрите, во-первых, техника не готова. То есть, это кажется, что в кабинете стоит компьютер. Они должны быть определенной мощности. Я небольшой знаток техники, пусть технические люди, если я что-то сейчас скажу неправильно, поправляют меня, комментируют, но я не технический человек. Это компьютеры, это пропускная способность интернета, это сервера, это сети, это специальные камеры. Вы понимаете, казалось бы, в ноутбуке стоит камера. Видеоурок. Не работает. Потому что я сижу сейчас перед микрофоном, да? Мне ваш сотрудник сказал, сиди на таком расстоянии от этого микрофона, да? То есть я не могу отойти, да, и вещать. Придется что-то перенастраивать. Да? Камера, так здесь хороший микрофон. Камера ноутбука и микрофон ноутбука, он гораздо худшего качества, да? То есть преподаватель, когда ведет урок, он ходит по классу. Он не в одном месте находится. Да? То есть нужна специальная камера, которая передает звук вне зависимости от того, как перемещается преподаватель, но на каком-то, понятно, ограниченном пространстве. Которая передает изображение широкоугольное, да? То есть другой угол, что ли, зрения, не знаю точно, как называется характеристика, чем у камеры ноутбука. Этого ничего нет. Дальше. У школы должно быть гораздо больше интернета. Кто за него заплатит? Этот вопрос не урегулирован. Да? То есть, школы подключены. Все школы подключены к интернету. Так понятное дело, что подключены. А оплатить за него? И как платить? Там же другой трафик, там совершенно другой трафик. Так для этого школа должна справиться с этим трафиком. Но это финансовые вопросы, хотя они очень серьезные. То есть, еще раз, оборудование другое, сети, плата за интернет. Но тут же еще важен вопрос, организация учебного процесса. Ведь смотрите, часть учеников на изоляции, часть учеников болеет, часть в школе. Но и учителя тоже. Часть на уроках, а часть не болеет, но и на изоляции может вести уроки. То есть, в принципе, это можно организовать. Класс сидит, учитель, висит телевизор, учитель ведет занятия. Да? Это тоже можно организовать, тоже можно продумать. Но это надо... Оплата за эти уроки. Ведь, смотрите, если часть учеников в классе, а часть дома, да, нагрузка на учителя возрастает. И как это с точки зрения трудового законодательства урегулировано? Подсказываю, никак. То есть все, что я говорю, это даже не обсуждается. То есть проблема не в том, что это не урегулировано. Эти проблемы, как я уже зачитал, они вообще даже не ставятся, никто их не обсуждает. Методическая организация урока – это совершенно по-другому. То есть это совершенно другая организация труда. Да? То есть, неправильно сказал, совершенно другая методика преподавания, организация учебного процесса, я хотел сказать.
И этим надо заниматься, это надо продумывать, надо накапливать опыт, надо обмениваться опытом. Этим не занимается никто. Это все отдано на самодеятельность, в хорошем смысле этого слова, наиболее продвинутых учителей, таких вот учителей, у которых вот еще горит вот это, мессианская такая, в хорошем смысле, цель. Я любой ценой, но я должен это сделать. Да? То есть есть учителя, которые находят решения, я их многих знаю, через не могу, через вопреки всему они находят решения. Я знаю учителей, которые вели уроки, находясь в больнице. Я их лично знаю. Да? С ковидом, но уже когда выходили из расписания, дистанционно вели занятия в той или иной форме. Неурегулирован процесс. Ведь смотрите, когда в классе половина учеников, учебный процесс, по сути дела, останавливается. Потому что есть огромный материал, тему, которая надо пройти за год. И если часть учеников в школе, а часть не занимается, потом они меняются. Естественно, материал не проходится. Да? Что с программой делать школьной? Не обсуждается. Как оценивать учеников, которые находятся на дистанции? Нельзя, законодательно запрещено выставлять оценки дистанционно. То есть, или если учитель на изоляции, или если ученики на изоляции. Оценки нельзя ставить, это противоречит закону. То есть нельзя поставить оценку, оценку можно выставить только если ученик находится на уроке и учитель на уроке, то есть при очной встрече. Я еще, наверное, не все перечислил. Да? То есть ни одна из этих проблем не урегулирована. Кодекс об образовании запрещает в школе дистанционное образование. Он просто запрещает. То есть его не может быть. То есть за это время не сделано ничего. Мы видели, как наши соседи, и не наши соседи, все страны весной организовывали дистанционное образование. Я уже приводил этот пример. В Украине много телеканалов, владельцами которых являются соперничающие друг с другом партии, олигархи. Я не знаю, как там устроена жизнь в Украине. Но договорились, и один канал вещал только для 5 класса, другой только для 6, только третий для 7. И вот так вот вся первая половина дня шли уроки. Лучшие украинские учителя проводили уроки. Кстати, я посмотрел, я не в восторге был от этих уроков, но я вот сделал ошибку, я посмотрел их тогда, когда это только началось. Мне надо потом найти возможность посмотреть, что было дальше, потому что хорошие учителя, да, и даже если старт не очень, вот я помню, что сами уроки не произвели на меня впечатление. Но я понимаю, что это были лучшие учителя. Хорошие учителя – это всегда рефлексирующие люди. Я вот надо найти время, посмотреть, что было в мае. То есть я думаю, что уровень уроков за это время значительно возрос. В России это было решено иначе. Там есть канал, называется, по-моему, «Общественное телевидение», что-то в этом роде. Там непрерывно шли уроки. Плюс Яндекс отдельно проводил уроки для всех классов. Записывали, выкладывали и так далее. Это то, что я смотрел, потому что мне это было понятно. Русский язык и частично украинский. Мне было понятно, я мог понимать, я понимал, что происходит. Я не столь подробно изучал, что происходило в других странах, но там тоже это все делалось. У нас были какие-то отдельные попытки, которые быстро заглохли, снимать такие уроки, проводить такие уроки. То есть этим вообще никто не занимается. У нас вообще этой проблемы не существует. Вот ее нету. Да? То есть и все время вот это в голове у меня сидит, обидная, но справедливая фраза Жени Пастернак, которую она произнесла, которая сказала о чиновниках системы образования, что они инопланетяне. Или мы инопланетяне. То есть мы живем реально, вот то, что я читал, да, мы живем в разных мирах. У них свои проблемы, у них своя жизнь, а у нас свои проблемы, эти проблемы вообще никак не пересекаются. Впрочем, вот сейчас Министерство образования или структура системы образования все-таки вспомнили, что есть проблемы. Кстати, вот я не совсем справедлив. И сейчас по всем школам, особенно по частным учреждениям образования, пошел запрос. Срочно предоставьте сюда списки всех учеников, которые перешли не на дистанционный, а на индивидуальный план обучения. Срочно всех списки, вот сейчас, на этой неделе.
На этой неделе. Вот что их заботит. Списки всех учеников, которые перешли на индивидуальный план обучения, и указать причины перехода. А эти причины перехода должны соответствовать тем, которые есть в каком-то положении об индивидуальном плане. Это должно быть предоставлено то ли к завтрашнему дню, то ли к сегодняшнему, я не помню. Все списки. Вы понимаете, в чем дело? Вот если бы меня спросили, а что надо делать, вот я бы категорически ничего не утверждал. Потому что мы видим, например, вся Москва на дистанционном обучении. Вся. Да? Студенты, школьники, но не вся Россия на дистанционном обучении. Кто-то на дистанционном, кто-то нет. Великобритания. Практически полный локдаун, но школы и университеты работают. Это удивительно. И они считают, что вот да, все закрываем, а вот школы и университеты должны работать. Насколько я знаю, в университетах запрещены только поточные лекции численностью более 50 человек. Масочный режим. С одной стороны, да. С другой стороны, есть исследования, которые говорят, что детям до 14 лет маски противопоказаны. Да? Человечество, еще раз, не сталкивалось с таким вызовом. Ну, и я не готов взять на себя роль эксперта, который вот... Ну, вы посмотрите, какие разные подходы. Польша на дистанционке вся. Вузы все на дистанционке. И ищут разные способы решения. У нас вообще ничего не делается, и тогда родители начинают искать свое решение. Правильно, но неправильно. Вот я знаю, есть ученица, у которой диабет, да? Мы знаем, что это очень рискованно. Да? Они переводят на индивидуальный план. По состоянию здоровья. А если в семье диабетик? То есть у ребенка все нормально. А если в семье престарелые родители? Или люди из группы риска. То есть родители сами стали решать свои проблемы. Каким образом? Они переводят своих детей на индивидуальный план обучения. Они же не пришли там за льготами. Они не сказали, а давайте мой ребенок не будет учиться. Да? Или давайте вы мне дадите какое-то пособие, поможет мне получать образование. Нет. Родители многие озаботились тем, как минимизировать последствия от того, что ребенок не может ходить в обычную школу, где там в классе 30-35 человек. И они они решили, они так решили, они нашли решение. Нельзя. Списочки. И сейчас, я думаю, получат списки. И понесла. Людям же надо чем-то заниматься. То есть они не смогли организовать курсы по переходу на дистанционное образование или по методике дистанционного образования. Они не смогли организовать переход системы образования. Вот это состояние, когда часть учеников дистанционно учится или учителей учит, а часть в классе. Вот это они ничего не придумали. Зато они списки, все, сейчас списки получим, и дальше к ногтю. Я уж не знаю, как они там будут всех к ногтю. Люди озаботились, все, у системы образования есть работа. Списки тех, кто на дистанционном образовании, и причина. А я вам скажу, что дальше. Еще я заканчиваю этот спич. Что сделают родители? Они вообще заберут детей из нашей системы образования. Потому что есть дистанционные школы в России и в Польше. Они просто изымут детей из нашей системы образования. Да? С Россией у нас общее образовательное пространство, и они фиктивно или неэффективно будут учиться в российских дистанционных школах. Як переживаюць коронавирус приватные адукацыйныя центры и репетиторы? Я могу говорить о своем центре. У нас впервые за все годы у нас количество учеников в этом учебном году не выросло. Именно репетиторство. Да? У нас всегда количество учеников росло. Первый учебный год, когда у нас количество учеников столько же, сколько и в прошлом году, при том, что мы не меняли цену, а цена в рублях, и даже чуть-чуть уменьшилась. Чуть-чуть уменьшилась. Я не готов назвать причину, их много. Это и, в общем-то, наверное, экономические какие-то причины, и конкуренция усилившаяся.
Ну, мы можем искать, ну, то есть дальше надо будет, в том числе и, естественно, коронавирус как таковой, потому что родители ограничивают поездки своих детей, ну, куда бы то ни было вообще, да, ну, не надо никуда ехать. Это что касается, и не знаю, как у других, но я буду откровенно говорить о себе. Что касается частных школ, то спрос увеличился в частных школах. Но как бы он не увеличился, у нас в стране было там столько-то частных школ, а стало, по-моему, в 2 или в 3 раза больше за этот год. Надо понимать, что во всех частных школах вместе взятых, учеников столько же, сколько в одной крупной школе в Минске. То есть, когда говорят, там 20 школ, и все думают, ну, нифига себе, 20 школ, там представляют себе 20 там дворцов стоит. Еще раз, во всех частных школах нашей страны в сумме столько же учеников, сколько учеников в одной новой школе, которая открывается вот сейчас, вот там 2-3 тысячи человек в школе. То есть, я думаю, что в сумме где-то 2000 учеников учатся в частных школах, не больше. Но если 3000 окажется, то я удивлюсь. Столько учеников учатся вот в этих сейчас новые школы. Может, вы слышали, в Гродно открылась школа, там 40 классов. Больше 100 классов. Больше 100 классов, я соврал, больше 100 классов, около 3000 учеников. Да? Кстати, это интересный вопрос. Сама идея вот этих дворцов, там же бассейн, там все продумано, это классная вещь. Да? Но вот в условиях эпидемии получается, что вот эти большие школы, они достаточно такое место, которые будут закрываться в первую очередь. Из-за того, что очень много учеников. Помните, как детские садики строились в Советском Союзе? У каждой группы был свой отдельный вход в детский садик, чтобы эта группа не пересекалась с другими группами. Все было отдельно. Если в какой-то группе было заболевание какое-то инфекционное, это на других группах вообще никак не сказывалось. А в школах так невозможно. Вот это огромный дворец, шикарный. Вообще это реально классная штука, когда делают там с бассейном, с кортами. Да, можно сказать, только вау и ура. Да? Но вот есть такая проблема. Так вот, возвращаясь к частным школам, значит, количество учеников увеличилось. И думаю, что их в сумме было 1000, а стало 2000 на всю страну. То есть, да, рост значительный, но это бесконечно малая величина. Надо понимать, что у нас около 1 миллиона школьников. В стране около 1 миллиона школьников. Среди них 2000 учатся в частных школах. Быстренько посчитали, это 0,2%. Это не 2%. Это 0,2%. То есть, поэтому обсуждать эту тему, наверное, мне это интересно. А интересно ли это всем? Не думаю. 0,2% всех учеников в частных школах. Ці шмат вучняў і выкладчыкаў зараз хварэюць на коронавирус? Мы начали готовиться к эпидемии 1 февраля. У меня в ежедневнике, вот 1 февраля начали готовиться. Для нас это были большие деньги мы потратили. То есть у нас в каждом кабинете теперь большой телевизор, компьютер, вот эта камера, о которой я говорил. И занятия могут вести преподаватели, они у нас так и ведут. Преподаватели, находящиеся на изоляции, или преподаватели, которые болеют, но в силах вести занятия, они ведут уроки в школе вот с этих экранов телевизоров, а камера смотрит в класс, мы даже так сделали. Или ученик, сидя дома, присоединяется к уроку. Мы вложили, для нас, еще раз, это крупные средства, в оборудование, сервер. Это я не понимаю, но вот оно все работает. Плюс у нас в каждом классе мы повесили рециркулятор. Раньше это были кварцевые лампы, но надо было выходить.
из помещения. А сейчас делают кварцевые лампы, закрытые кожухом, там вентиляторы, они прогоняют весь воздух через себя в помещении, но при этом в помещении можно находиться, то есть глаза не могут, то есть в глаза этот свет не попадает. Плюс кварцевые лампы. Так вот, что касается частной школы, значит, учителя еще раз болеют, ученики в гораздо меньшей степени. Что касается репетиторства, и ученики болеют, и преподаватели, репетиторство, да, и ученики болеют все больше и больше, и преподаватели болеют. То есть оно массово сейчас, оно достаточно массово, и, значит, я знаю школы, где болеет большое количество учителей, это началось еще весной, эти школы почему-то не закрывали на карантин, вот, все больше и больше, оно становится, я бы сказал, почти обыденностью, эта ситуация, и она очень тяжелая. Вот. Но интересно, что, опять же, даже в этой ситуации, вот я приводил пример Москвы, скажем, да, как можно сейчас, как отдельное государство, и Великобритании, да, значит, в Москве полностью дистанционка, а в Великобритании в школу. Что касается у нас, то все равно большая часть учеников и частная школа, и репетиторство, они на занятия приезжают. Где-то, наверное, в соотношении 3 к 1, где-то 75-80% учеников, а значит, их родители решили, что тем не менее жизнь продолжается, маски, масочный режим, дезинфекторы везде, все, но занятия идут точно, и 20-25% перешли на дистанционное обучение. Вот, то есть у нас, я к чему? У нас есть выбор. То есть мы предлагаем своим ученикам, вот как вы решите, или их родителям, так и будет. Да, дистанционно или очное. Вот где-то соотношение вот такое.